Слово предоставляется представителю Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики. Кто из вас будет основной докладчик? Так, Калмуратовой Зарине Таштановне, да? Здравствуйте, уважаемый суд. Может быть, не буду зачитывать свой доклад, может сразу... Разумеется. Говорите по существу именно по тем проблемам, которые являются предметом нашего рассмотрения. На сегодняшний день в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики была создана комиссия по рассмотрению административных жалоб, председателем которой является министр. Сколько членов? Более подробно расскажите про деятельность этой комиссии. Комиссия состоит из 7 человек. Председателем является министр, заместителем председательствующий является заместитель министра. Я начну с того, что с ходатайства. Разрешите, пожалуйста, я начну с ходатайства. Ходатайство Алмазбекова. Если можно, чуть громче, потому что потом плохо Простите, запишется. пожалуйста. Ходатайство Алмазбекова говорит о том, что нормативно-правовой акт, то есть государство и его органы должны служить всему обществу, а не какой-то части. То есть в ходатайстве Алмазбеков отделяет заявителей наших физических и юридических лиц, отделяет от владельца сайта. На самом деле закон о защите от недостоверной ложной информации направлен для всех граждан, физических и юридических лиц, в отношении которых распространяется недостоверная ложная информация в сети интернет, которая порочит честь и достоинство деловой репутации. Конституционное право каждого человека и гражданина – это неприкосновенность частной жизни, защита чести и достоинства. То есть закон о защите от недостоверной ложной информации направлен для защиты этих конституционных прав, чтобы информация, которая распространяется в сети интернет, как вы знаете, она распространяется очень быстро, чтобы предотвратить это. На сегодняшний день граждане Кыргызской республики получают информацию 70-90% в сети интернет. На сегодняшний день веб-сайты информационного характера, согласно действующему закону о средствах массовой информации, они не являются средствами массовой информации. Они зарегистрированы как общественные фонды, как юридические лица, но не как средства массовой информации. Данный закон единственный на сегодняшний день, который направлен для защиты физических и юридических лиц, в отношении которых распространяется недостоверная ложная информация. Я хотела бы обратить внимание на что обращает внимание Министерство культуры при получении заявления. Вот, когда поступает заявление, мы смотрим на пункт 7 порядка обжалования действий. Там указано, что заявитель должен сперва обратиться к владельцу сайта. Это пункт 8. Мы смотрим, есть ли информация о том, что заявитель обращался в адрес сайта. То есть это пункт 8. И то, что, уважаемый суд, вы спросили о 9-м, информация, подтверждающая отказ владельца сайта или страниц сайта в сети интернет, то есть вы смотрите ли или нет, то есть тут написано в пункте 9 «при наличии». То есть если есть информация о том, что заявитель обратился в адрес сайта, то есть если он обратился, если есть подтверждающие документы, мы уже принимаем в производство данное заявление. Порядок был принят на основании закона о защите от недостоверной ложной информации. Статья 3, пункт 3 говорит о том, что информация должна быть удалена в течение 24 часов после обращения. Из этой нормы вытекается и порядок, что государственный орган уполномочен должен оперативно реагировать на данное заявление. В этой связи при поступлении этого заявления, если заявление соответствует пункту 7 порядка, то мы принимаем в производство это заявление, и в однодневный срок, в однодневный рабочий день мы направляем решение об удалении недостоверной ложной. Это в течение 8 часов получается, да? 24 часов. Рабочий день у вас 24 часа в в Министерстве течение культуры, одного да? рабочего дня. Но один рабочий день сколько? 8. Ну и вот я вам об этом и говорю. В течение одного рабочего дня Министерство культуры направляет решение об удалении недостоверной ложной информации в адрес Министерства цифрового развития через систему электронного документа оборота, через СЭД.
за подписью курирующего заместителя Что министра. оценивает комиссия, как вы сказали, из 7 человек? Что Простите, оценивает, скажем, из тех материалов, которые к вам поступают? Мы рассматриваем в соответствии с пунктом 7 порядка. То есть фамилия, имя, отчество, должностное лицо, адрес, информация, которая была распространена на сети интернет, обращался ли заявитель к владельцу сайта и ссылку. Данное решение готовится специалистом, заместителем председателя, то есть подписывается, направляется в адрес Министерства цифрового развития. В решении указывается, что с момента получения данного решения об удалении недостоверной ложной информации владелец сайта с момента получения в течение 2, либо же указываем 3 Вот рабочих 7 дней. человек члены комиссии. Мы 7 до этого человек, еще да? не дошли, уважаемый суд. Указываем, чтобы в течение 2-3 рабочих дней с момента получения данного решения удалить недостоверную ложную информацию. И в конце пишем, Я чтобы... как раз до удаления хотел сказать. а, До удаления что происходит в комиссии? Что оценивает? Комиссия не рассматривает. И мы в конце указываем, что данное решение может быть обжаловано в Министерство культуры в соответствии с законом об основах административной деятельности и административных Мгм. процедурах. Так. Данная норма, данное наше действие, алгоритм действий, я еще раз хочу... То есть комиссия потом рассматривает, да? Да, я хочу, чтобы наш алгоритм таких действий направлен на то, чтобы оперативно реагировать на заявление, чтобы эта информация была удалена в сети интернет, чтобы она не распространялась. Подождите, вот смотрите, к вам поступило заявление, Мгм. да? Вы посмотрели перечень документов, которые должны быть, в том числе ответ владельца сайта. Потом специалист что делает? Он он сразу готовит решение. От имени кого готовит решение? Министерство, Кто подписывает этот документ? заместитель министра. Заместитель министра. Да. То есть специалист готовит, Мгм. заместитель министра подписывает. Да, Правильно, да? да, И вы отвечаете владельцу сайта, что он имеет право обжаловать в министерство, в эту комиссию, да, которая была создана. да. Положение есть об этой комиссии? Положение есть. Приказом был утвержден состав комиссии единоличный и положение о комиссии. Мгм. На самом деле Министерство культуры то есть направляет решение об удалении Министерства цифрового развития, а Министерство цифрового развития уже направляет к владельцу сайта. После того, вот, к примеру, в понедельник было принято решение об удалении, направлено в Министерство цифрового развития. В тот же день Министерство цифрового развития направляет это данное решение к владельцу сайта. К Мгм. примеру, в понедельник он получил данное решение. Об То есть удалении, об да? удалении. Ага. Тот срок, который мы даем, Министерство культуры дает 2 рабочих дней, 2 либо 3 рабочих дней, этот период дается для обжалования этого решения в Министерство культуры. Мгм. К примеру, владелец сайта обратился в среду, то есть это вот в течение 2 рабочих дней, обратился в среду. У вас подобная практика уже есть? Конечно, Ну, конечно. хорошо. В Дальше. среду обратился с административной жалобой в соответствии с законом об основах административной деятельности и административных процедурах. То есть уже решение о блокировке у нас уже решение об удалении приостанавливается. Мы созываем комиссию. В среду, Да. если мы получаем административную жалобу, мы уже к четвергу уже созываем комиссию, вызываем сторон и заявителя, и владельца сайта. И комиссия созывается, рассматривается данное дело, фактически обстоятельства дела рассматриваются, дается возможность и владельцу сайта, и заявителю либо прийти к мировому соглашению, либо же отозвать свое заявление. И в тот же день оглашается решение, Мгм. и либо же административная жалоба удовлетворяется, либо же она отклоняется. И тем самым в тот же день либо же административная жалоба была отозвана, либо же отклонена, в тот день выносится решение о блокировке сайта на основании решения комиссии. На основании решения комиссии. Да, поэтому о том, что абсолютное отсутствие состязательности, абсолютное отсутствие предоставления возможности высказаться о фактических обстоятельствах дела в ходатайстве, оно несостоятельно и не обосновано. Я хотела бы отметить о том, что порядок был принят То в есть 22-м... сейчас, секунду,
У вас получается таким образом, да? Уточним, так скажем, окончательно, да? То есть сперва выносится решение на основании, скажем, работы одного специалиста, который в последующем подписывает замминистра, это решение об удалении, да? Об удалении информации с сайта. Оперативно принимается такое решение. Мгм. Если владелец сайта не согласен, то он подает административную жалобу уже в эту комиссию, да? Да, Вашу комиссию. да, да, И в этом вы пишете, что вы имеете право туда обжаловать, да? конечно, И там уже полностью рассматривается и дается возможность, как вы сказали, да, предоставляется возможность обеим сторонам абсолютно, участвовать в этом, ну, разбирательстве, да. скажем, да, по результатам которого уже принимается решение о приостановлении работы сайта или отклонении, скажем, заявления, да? Решение комиссии, оно либо как оно вносится, удовлетворяется административная жалоба, отменяется решение А, Минкультуры, административный акт об ясно, удалении, ясно, либо да. же, Мгм, либо же наоборот. И мгм. на основании этого решения выносится уже о блокировке. Если, допустим, административная жалоба остается без удовлетворения, административный акт первоначальный остается без изменений, естественно, уже выносится решение о блокировке сайта. Мгм. Подождите, сейчас. У вас все, да? У вас все? И я хотела бы отметить о том, что порядок был принят в апреле 2022 года. В ноябре месяце подается ходатайство Алмазбекова. И поэтому я хотела бы уточнить, ну, обострить ваше внимание, что оно было чуть-чуть преждевременным, подача этого Еще раз, ходатайства. когда оно было утверждено положение? В апреле. Порядок на основании этого закона был принят в апреле 2022 года. Ходатайство Алмазбекова подано в ноябре 2022 года. Сегодня у нас уже 2024 год. То есть то ходатайство, оно было немного преждевременным. То есть этот порядок и закон был только-только был реализовывался. На сегодняшний день уже алгоритм действий Министерства культуры, он уже налаженный. И нельзя говорить о том, что вот я еще раз повторю, что этот закон как бы отделяет У вас заявителя. положение с собой есть вот это о работе вот этой комиссии? Вот М, этот, ну, вообще, который описывает, скажем, весь алгоритм действий по поступившим Ну, на самом деле этот подобным жалобам? порядок, он у нас есть, он очень короткий, но он основан на законе об основах административной деятельности, административных процедур, которые Ну, как регулируют раз об весь этот этом. порядок, да. Мгм. Он у нас есть, у меня на телефоне есть Word, ну, как бы электронном варианте, в бумажном Мгм. варианте его нет. А, Хорошо, ясно. У вас все, да?